Объемы денежных переводов трудовых мигрантов достигли исторического минимума. Таджикские власти признали наличие коронавируса в стране. Власти Туркменистана прячут инфицированных коронавирусом от экспертов Всемирной организации здравоохранения. Здравствуйте, меня зовут Санджар. Нет денег на патент. В условиях пандемии, охватившей сегодня весь мир, денежные переводы работающих трудовых мигрантов в России снизились почти до нуля, что существенно ощутимо для их семей в странах Центральной Азии. По данным Национального банка Таджикистана, НБТ, объемы денежных переводов из России за 2019 год составили 2,7 миллиарда долларов, а это равняется годовому бюджету Таджикистана. По анализу НБТ, в 2020 году эта цифра должна была увеличиться до 3 миллиардов долларов, однако коронавирус внес свои коррективы, что в абсолютной форме картинка поменялась, тем самым денежные переводы снизились до исторического минимума. Такси, арендовал машину. Я здесь семья, снимаю тоже квартиру. Ищу работу, пока не могу найти работу на эти. Введение на территории России жесткого режима самоизоляции привело к тому, что большинство трудовых мигрантов остались без работы. То есть больше половины. В России 2 миллиона трудовых мигрантов. Вы себе можете представить, что если это экстраполировать на российскую ситуацию, это 1 миллион человек, выброшенные с рынка труда. По мнению директора Института социально-экономических исследований Российской академии наук ИСПИ-РАН Сергея Рязанцева, сложившаяся ситуация может привести к социально-экономической нестабильности в странах Центральной Азии. Семьи поддерживаются за счет переводов из РФ, и сейчас они теряют источники дохода. То есть это провоцирует бедность не только среди мигрантов, живущих в России, но и их семей на родине. Кроме того, это будет иметь последствия в виде социально-экономической нестабильности в этих странах, считает эксперт. Не знаю, я не думаю, что сейчас мы должны давать какие-то прогнозы, потому что ситуация, она меняется, во-первых, очень быстро. Во-вторых, сейчас мы видим обратный отток. Председатель правительства Таджикистана Кахир Расулзада признал наличие в стране заболевших коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал 30 апреля в ходе очередного заседания по профилактике распространения COVID-19. На заседании было отмечено, что по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана 29 апреля 2020 года зарегистрировано 15 подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Сагдийской области 10 и еще 5 в городе Душанбе. Напомним, что до 28 апреля власти страны всячески отрицали наличие коронавируса в стране, но при этом постоянно происходили утечки информации из переполненных больниц в разных городах. Сообщалось, что пациентов принимали с диагнозом пневмония, в то время как некоторые больницы были закрыты на карантин после смерти пациентов. Власти страны до последнего пытались скрыть наличие инфицированных коронавирусом, и, судя по всему, им это сделать не удалось. После того, как глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 22 апреля на брифинге с представителями международных организаций отверг обвинение в том, что правительство страны скрывает наличие зараженных коронавирусом, ВОЗ приняла решение отправить группу экспертов в Туркменистан, чтобы лично убедиться в том, что больных COVID-19 в стране действительно нет. Как сообщает интернет-издание «Хроники Туркменистана» со ссылкой на собственные источники, после этого представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, МИД, МВД, МНБ, Министерства национальной безопасности и ряда других министерств и комитетов, включая региональные отделения, провели встречу и обсудили, какие меры можно предпринять, чтобы представить Туркменистан в наилучшем свете. Подушки нету,
Простыней нету. В итоге было принято решение временно перевести зараженных в отдаленные сельские медучреждения вилаятов, в которых будут обустроены карантинные зоны, сообщает издательство. Напомним, что государственные СМИ Туркменистана еще с прошлого месяца активно пропагандируют профилактику острых респираторных заболеваний. В эфире местного телеканала регулярно транслируются видеоролики по противодействию неназванному заболеванию. В них, кроме прочих рекомендаций по здоровому образу жизни, даются такие советы, как пить чай, окуривать жилье юзарликом, могильником, употреблять лапшу с перцем и употреблять растения, которые описаны в книге президента Бердымухамедова «Лекарственные травы Туркменистана». maslahatlaşmak için ona mümkünçülük görülür deyip fikir ediyor.